Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свободы и законных интересов граждан неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации. Прокурор в гражданском процессе является представителем государства, от имени которого осуществляется надзор за исполнением законов. Для этого он наделен законодателем определенными полномочиями. Об этих полномочиях прокурора мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии Кристина Касаткина, помощник прокурора города Якутска. Кристина Михайловна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Основания для обращения прокурора в суд с исковым заявлением. Да, основаниями для обращения прокурора в суд в интересах гражданина в первую очередь это является его обращение. Строго установленной формы обращения в прокуратуру не имеется. Оно может быть составлено как в произвольной форме с описанием, главное, это существа допущенного нарушения, также с указанием сведений о нарушителе либо организации, где оно было допущено. В обращении должны быть указаны: первое — это фамилия, имя, отчество, адрес заявителя, наименование органа или должностного лица, к которому оно направлено, также указание даты, личные подписи и изложение существа вопроса. В заявлении лучше как можно тщательно изложить свои фактические обстоятельства, указать также адреса и телефоны нарушителей права. Также исковое заявление инициируется прокурором не в любом случае, а только если в результате проведенной проверки будут установлены нарушения законодательства, влекущие ущемление прав заявителя и также непосредственно подтвержденные доказательствами. В соответствии с нормами действующего законодательства иск может быть подан прокурором только в следующих случаях: если гражданин по состоянию здоровья, также возраста, недееспособности и другим уважительным причинам самостоятельно не может обратиться в суд с данным исковым заявлением. Дополнительно стоит отметить, что органы прокуратуры реализуют представленные полномочия посредством внесения актов прокурорского реагирования. В соответствии с действующим законодательством прокурору предоставлено право обращаться с заявлением в суд. А есть ли какие-то исключения относительно ограничений для обращения прокурора с исковым заявлением в суд? Да, указанные ограничения не распространяются на заявления прокурора, основания для которых является обращение граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав граждан, свобод, законных интересов в сфере трудовых, служебных отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Также защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты, включая социальное обеспечение, обеспечение права на жилище в государственном и муниципальном жилищном фонде, также охрана здоровья, включая медицинскую помощь, обеспечение права на благоприятную окружающую среду и также образование. На этом все. А какие исковые заявления в текущем году были направлены прокуратурой города Якутска? За истекший период, а именно 2025 года, сейчас могу указать за 6 месяцев прошедшего года, прокуратурой города направлены следующие исковые заявления, а именно в интересах граждан направлено 31 исковое заявление, в интересах граждан и неопределенного круга лиц было направлено 450 исковых заявлений, и в интересах муниципального образования было направлено 21 исковое заявление. Основным из направлений исковой работы прокуратуры города по восстановлению прав граждан сосредоточена на соблюдении прав и интересов не менее защищенных социальных групп населения, в частности несовершеннолетних граждан и участников специальной военной операции, а также членов их семьи. Так, прокуратурой города за истекший период, а именно мы говорим о 2025 году, направлено 5 заявлений в интересах участников СВО и членов их семей в Якутский городской суд Республики Саха-Якутия об установлении факта проживания на территории городского округа для получения региональных льгот. По итогам проведения проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних направлено 9 исковых заявлений о взыскании неустойки в связи с наличием задолженности по алиментным обязательствам. Также продолжается работа в сфере защиты пострадавших граждан, это заключивших кредитные договоры под влиянием мошенников. В текущем году также рассмотрены 2 исковых заявления в интересах Российской Федерации и также субъекта Российской Федерации о взыскании ущерба, полученного в результате преступления.
Дополнительно хотелось бы отметить, что большое внимание прокуратура города уделяет надзору за соблюдением прав и интересов, получается, наименее защищенных социальных групп населения, в частности, несовершеннолетних граждан, поскольку несовершеннолетние лица в силу закона и иных объективных условий не всегда в полной мере могут самостоятельно осуществить защиту собственных прав. И также с момента проведения специальной военной операции особое внимание при осуществлении надзорной деятельности прокуратура города уделяет помощи участникам специальной военной операции. А расскажите о сущности участия именно прокурора в гражданском и административном судопроизводстве. Да, сущность участия прокурора в гражданском и административном судопроизводстве четко выражена в законе. Она заключается в обеспечении законности, защите прав и интересов как общества, так и государства. Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными правами, несет все процессуальные обязанности истца, за исключением это заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. Также процессуальным истцом по иску, заявленным прокурором в интересах гражданина, является сам гражданин. А могли бы привести примеры рассмотренных исковых заявлений прокуратуры города? Да, относительно 2025 года и по более ярким положительным примерам исковой работы можно отнести следующее. Прокуратурой города Якутска была проведена проверка по обращению матери несовершеннолетнего. Установлено, что в мае 2024 года на 10-летнего ребенка возле детской площадки по проспекту Михаила Николаева в городе Якутске напала соседская собака. Установлен был диагноз, это укушенные раны правого бедра. Причинение вреда мальчику стало возможным в результате нарушения норм содержания домашнего животного. Специалистами управления ветеринарии владелец собаки привлечен к административной ответственности, и ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. В результате нападения ребенок испытал нравственные и физические страдания. В связи с этим по иску прокурора с владельца домашнего животного в пользу несовершеннолетнего взыскана сумма причиненного морального ущерба в размере 100 тысяч рублей. Также, кроме этого, была аналогичная ситуация. Также прокуратурой города была проведена проверка по обращению также матери несовершеннолетнего, и также установлено, что в августе 2024 года уже на 8-летнего ребенка у подъезда дома в поселке Жатай напала уже бродячая собака. Причинение вреда мальчику стало возможным в результате ненадлежащего исполнения муниципалитетом своих обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных животных. В связи с этим по иску прокурора с окружной администрации ГО Жатай в пользу несовершеннолетнего была взыскана сумма причиненного материального ущерба также в размере 100 тысяч рублей. Ну и также еще одним таким ярким примером, также прокуратурой города по результатам проверки исполнения трудового законодательства был установлен факт допуска гражданина к работе без оформления им трудового договора в качестве начальника участка. Гражданин работал, добросовестно исполнял все свои обязанности, не опаздывал на работу, исполнял обязанности, предусмотренные с договоренностью с работодателем. Но работодатель перестал выплачивать заработную плату и последние 4 месяца не оплачивал сотруднику денежные средства. Ну и в связи с чем прокуратурой была проведена проверка и соответствующий был подан иск в суд. И также произведена была запись в трудовую книжку, также компенсация морального вреда и произведены отчисления взносов, пенсионное и социальное страхование. Может, еще какие-то тоже такие обязательные примеры? Какие самые распространенные? Самые распространенные, часто граждане обращаются с заявлениями, просят о взыскании морального вреда. Допустим, сегодня только я участвовала на судебном заседании, где ребенок, находясь на территории детского сада, получил телесное повреждение, а именно ушиб головного мозга, и в связи с чем по иску прокурора сейчас ведется разбирательство в Якутском городском суде, и мы также взыскиваем моральный вред.
Мгм. А что включает в себя все-таки понятие обязательная категория дел для участия прокурора? Мгм. Ну, прокурор вправе вступить в судебный процесс по гражданскому или административному делу для дачи заключения на любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан, охраняемых законом и интересов общества или государства. В соответствии с приказом также Генерального прокурора Российской Федерации одной из основных обязанностей прокурора является обязательное участие прокурора во всех судебных инстанциях и его мотивированное заключение по делам, предусмотренных как статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и также статьей 39 КАС Российской Федерации и иных случаях, установленных федеральными законами. Прокуратурой города Якутска обеспечено участие в рассмотрении дел обязательной категории в каждом случае. Фактов рассмотрения дел обязательной категории, отсутствие прокурора также в текущем периоде не усматривается. В ходе рассмотрения дела обязательной категории прокурор, участвующий в деле, ориентирует суд на всесторонние исследования обстоятельств дела, ходатайствует также об истребовании дополнительных доказательств, вносит заключение с целью защиты прав граждан и неопределенного круга лиц. Ну что ж, Кристина Михайловна, спасибо, что вы уделили время и рассказали о своей деятельности. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.